Так. Ох, Ой, так. Угу. уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Павел Быков. Я являюсь методистом редакции «История обществознания и права», издательства «Просвещение», Центра гуманитарного образования. Сегодня мы будем разговаривать с вами об учебном пособии «Основы финансовой грамотности» и вообще о финансовой грамотности в целом, поскольку проблема это очень актуальная. Финансовая грамотность населения, финансовая грамотность молодежи – это проблема очень актуальная, очень болезненная, о которой надо, конечно же, говорить подробнее, намного подробнее, чем говорим мы сейчас. Пособие наше было, как вы уже знаете, разработано совместно с Банком России. И мы для начала с вами поговорим в целом о финансовой грамотности и о проблемах, которые касаются вот этой темы финансовой грамотности. А потом уже поговорим о самом пособии и, собственно, о том, где его можно применять, как его применять, где оно реально может быть полезным. Ну, забегая вперед, скажу, что данное пособие может быть полезным на самом деле для всех и в любой момент времени, как при сдаче итоговой аттестации по обществознанию, допустим, так и просто для повышения своей финансовой грамотности, для становления в этом очень сложном мире. Скажите мне, как слышно, напишите нам в чат, у меня здесь слева чат, как мы сегодня работаем на непривычной платформе. Слышно хорошо, нас видно хорошо, но видно-то не обязательно. Главное, чтобы презентацию вы видели, а слышно. Ну, в общем, если будет не слышно или будут какие-то проблемы с презентацией, то вы нам это обозначите в чате. Мы постараемся решить эту проблему. Ну, собственно, давайте начнем со статистики. Актуальность повышения финансовой грамотности населения. Текущий уровень финансовой грамотности населения действительно оставляет желать лучшего. 45%, даже меньше, осуществляют учет личных финансов, и более 50% опрошенных никогда не сравнивает различные условия получения финансовых услуг. 28% уверены, что государство должно компенсировать падение цен на активы. То есть, конечно, финансовая грамотность населения оставляет желать лучшего. И, конечно же, в том числе и заниматься финансовой грамотностью населения надо начинать, на самом деле, с самого раннего возраста. Давайте с вами пройдемся по статистике. Вот еще два слайда по статистике покажу. А потом, собственно, пройдемся по возрастам. Потому что, на самом деле, при преподавании, если мы говорим сегодня о методике преподавания финансовой грамотности, то, конечно же, надо достаточно четко представлять и понимать, в каком возрасте какие элементы знаний о финансах должны уже в головах у детей, у подростков присутствовать. Ну, вот опять же статистика, касающаяся финансовой состоятельности населения нашей страны. В долговой яме около 40 миллионов взрослых россиян не знают, что делать, если возникает материальное затруднение при выплате кредита, не знают механизмов начисления комиссии за денежные переводы, не знают, что такое кредитная история. Огромные проценты, конечно, статистика оставляет желать лучшего. Ну и неумение распоряжаться своими финансами. До 21% взрослых не пользуются банковскими услугами. Удивительно звучит, но факт. У 36% населения, взрослого населения нет банковской карты, у 26% нет банковского счета и нет дистанционного доступа к банковскому счету у 46%. Но население, здесь прежде всего имеется в виду личные кабинеты на сайтах банков. Ну и, собственно, давайте пройдемся по возрастам.
В целом, если мы говорим о подростках, то подростки пользуются деньгами, ну, что неудивительно. 386 рублей – это средняя сумма карманных денег в неделю у обучающихся. И по возрастам, если мы с вами пройдемся, начнем говорить о возрастах, то на самом деле все специалисты по финансовой грамотности говорят о том, что уже с дошкольного возраста нужно постепенно приучать детей быть грамотными в сфере финансов. С дошкольниками, ну, мы примерно говорим 4, 5, 6 лет. Конечно же, нужно говорить о том, что такое деньги и зачем они нужны. Можно даже в каком-то интересном ракурсе рассказать и продемонстрировать, да, как деньги появились, такую ретроспективу в прошлое в виде каких-то интересных таких полусказок, полурассказов устроить для детей, рассказать, как появились деньги, зачем они появились. Можно уже в дошкольном возрасте говорить о значении различных монет и бумажных денег. Можно уже на, опять же, достаточно элементарном уровне говорить о том, как зарабатываются деньги. Ну и, собственно, функцию денег проще всего в дошкольном возрасте показывать через игру в магазин. Ну, собственно, на слайде это я обозначил. Условно, да, условная игра, в игре познается, собственно, функция денег, что в обмен на деньги можно получить какой-либо товар в магазине. Далее, говоря о начальной школе. Ну, собственно, когда дети идут в школу и превращаются, да, в первоклашек, естественно, у них появляются карманные деньги. И карманными деньгами уже на уровне начальной школы можно учить распоряжаться. Я здесь к тезису появления карманных денег добавил копилки, но на самом деле копилку можно заводить гораздо раньше, еще в дошкольном возрасте, и приучать детей к тому, что постепенно накапливая деньги, можно осуществить какую-то покупку, осуществить какое-то свое желание, приобрести то, что хочется. Ну и, собственно, на уровне начальной школы здесь мы можем уже говорить конкретнее и подробнее о разнице между нуждой и необходимостью, что реально нужно. Ну, то есть учить в начальной школе уже можно учить детей расставлять приоритеты, что реально необходимо, да, что без чего прожить нельзя, без чего прожить можно, да, какие приобретения можно отложить на какой-то определенный или неопределенный срок, какие приобретения нельзя отложить ни на какой срок. Ну и, собственно, уже на уровне начальной школы ребенок может подключаться, помогать в походах по магазинам, опять же, уже учиться распоряжаться деньгами вместе со взрослыми. Ну и можно уже на самом деле, ну понятно, что не на каком-то таком максимально серьезном уровне, да, но все-таки давать ребенку принимать участие в принятии финансовых решений семьи. Я думаю, что здесь вот с этими тезисами вы со мной согласитесь. Неумение распоряжаться деньгами, я вернусь на 2 слайда назад, да, приводит к тому, что как раз карманные деньги, когда карманные деньги заканчиваются, начинаются долги. Опять же, статистика, 33% подростков берут деньги в долг, 28% из них отмечают, что иногда задерживают возврат денег, 13% перезанимают деньги, чтобы вернуть имеющийся долг. То есть, если вот те навыки, о которых мы только что с вами разговаривали, не заложены на уровне дошкольном, не заложены на уровне начальной школы, да, то они как раз приводят вот к таким плачевным результатам. Статистику я только что озвучил.
Ну и далее. Следующий этап это у нас средняя школа, да, это подростки, которые хотят обрести уже некую свою самостоятельность, поэтому здесь уже можно выстраивать связи карманных, ну, как бы появление карманных денег в кошельке у подростков с некоторыми работами по хозяйству, по дому. Здесь подростки могут уже получить какой-то первый трудовой опыт на данном этапе своего развития. Ну и, собственно, ничего крамольного в этом нет, да, что за какую-то сложную работу подросток получит, да, определенную сумму денег. Ну, как бы вариантов, вы понимаете, здесь может быть много, да, не знаю. Допустим, можно с соседом договориться, да, что там подросток ему вымоет машину, да. Деньги-то могут быть ваши, но при этом деньги вы можете дать соседу, да, и как бы подросток будет думать, что он заработал эти деньги, да. Вот этот навык зарабатывания денег, получаемый в подростковом возрасте, он на самом деле очень важен. Понятно, что психологически мы привыкли к другому немного, да, поведению в области финансов. Ну, собственно, именно поэтому мы так активно сейчас говорим о финансовой грамотности. Здесь же на этом этапе можно обучать сбережению денег для будущего, для вещей, которые они хотят купить в ближайшем будущем. Ну, то есть это такая следующая ступенька от ступеньки под названием копилка. Копилка это все-таки такое неосознанное сбережение денег. Ну, скажем так, полуосознанное. Да, даем монетки ребенку, ребенок складывает эти монетки в копилку. Здесь уже, конечно, на подростковом уровне, да, мы уже говорим о более осознанном обучении сбережению денег. Ну и здесь уже подросток может начинать изучать процесс инвестирования и использовать для этого свои накопления. Да, то есть не просто сразу тратить бездумно на какую-то цель, а инвестировать и приумножать свое финансовое состояние. Ну и, конечно же, уже на этом этапе можно знакомиться с электронными деньгами, потому что электронные деньги – это неотъемлемая часть нашей жизни, несмотря на статистику, да, о которой я говорил ранее, что 36% не имеют электронных кошельков, не пользуются электронными деньгами. Ну, все-таки статистика, но будущее, конечно же, будет тесно связано с электронными деньгами. Электронные деньги будут в будущем очень сильно интегрированы в нашу жизнь. Ну и следующий слайд, да, это, собственно, старшие школы. Что здесь? Я уже говорю, здесь даже, вот вы даже можете заметить, да, здесь идет речь не о каких-то процессах, а уже об обладании некими навыками, неким опытом. Ну, давайте пройдемся, наверное, да, тоже тезисно по старшей школе. Обладание некоторой финансовой независимостью, конечно же, в школе, в старшей школе уже должно появиться. Опять же, нет ничего крамольного, если подросток, выпускник начинает подрабатывать, да, пусть там один раз в неделю, 2 раза в неделю, но подрабатывать, чтобы иметь собственное средства для расходов, хотя бы для карманных расходов. Конечно же, уже на этом этапе должен быть заложен опыт зарабатывания денег, да, и сбережения средств для краткосрочных и долгосрочных целей. Ну, по сути, это управление бюджетом. И, конечно, в идеале, я понимаю, что это немножко пока звучит не про нашу сегодняшнюю реальность. Но по идее, в старшем школьном возрасте уже подросток должен обладать инвестиционным счетом для выстраивания своего капитала на будущее. На Западе инвестирование, капитал – это те термины, которые сопровождают людей, ну,
практически с малых ногтей, да, и до старости. Опять же, ничего в этом крамольного нет. Это нормально, когда человек умеет инвестировать свои деньги, приумножать их и зарабатывать, да, зарабатывать капитал, преувеличивать капитал. Ну и далее в старшем школьном возрасте уже должно быть внутри сформировано понимание различных банковских инструментов, конечно же, и вот здесь как раз нам в помощь пособие, разработанное совместно с Банком России по финансовой грамотности. Ну и, собственно, уметь совершать интернет-покупки тоже уже на уровне старшей школы. Подросток, выпускник должен. Интернет-покупки это, опять же, неотъемлемая часть нашей жизни, это наша реальность, с которой мы неизбежно постоянно имеем дело. Ну и такой слайд, может быть, не перегруженной текстовой информацией, да, когда стоит разговаривать с ребенком о деньгах. Вернемся немножко назад, да, и начнем с дошкольного возраста. Конечно же, во всех наших действиях в жизни можно разговаривать о деньгах. Когда мы идем снимать деньги в банкомате, то, конечно же, мы можем на примитивном уровне, но объяснить, да, что это не просто волшебный ящик, из которого появляются, да, по первому нашему требованию деньги, да, это банкомат, да, с помощью которого мы снимаем электронное устройство, да, с помощью которого мы снимаем с карточки заработанные нами за определенный срок деньги. Конечно же, когда мы идем в тот же банк, оплачивать коммунальные услуги, свет, вода, газ, электричество, отопление. Конечно же, мы, опять же, подспудно, ненавязчиво можем говорить с ребенком о деньгах. Когда мы идем в магазин, конечно же, речь о деньгах тоже ведется. Ну и если ребенок получает, что часто бывает, я думаю, что вы здесь со мной согласитесь, подарки в виде какой-то денежной суммы, то, конечно же, опять же, о деньгах должна идти речь, и как раз именно вот с этого момента времени можно начинать выстраивать в голове у ребенка понимание того, что да, деньги не просто даются, деньги нужно уметь рассчитывать, распределять их на те необходимости, на те желания, которые есть на данный момент времени и которые могут появиться с течением времени, собственно, учитывая появление каких-то новых желаний, как раз можно и обучать ребенка навыку откладывания денег, сбережения. Ну и далее. Вот возрастные особенности при изучении финансовой грамотности, они на самом деле очень важны с точки зрения методики преподавания финансовой грамотности. То есть мы должны, конечно же, с вами понимать, да, взяв какую-то сложную тему, ну, собственно, она уместна в определенном возрасте. Разговор о ней неуместен в определенном возрасте или неуместен. Потому что, конечно, если мы сразу начнем с каких-то очень сложных терминов, с каких-то очень сложных понятий, с каких-то очень сложных вещей, да, конечно же, результатов хороших мы не сможем добиться. Когда мы начинаем идти от малого к большому, конечно же, результаты могут быть очень значительные, и эти результаты, собственно, помогут вот как бы при столкновении со взрослой жизнью, помогут подростку легко в ней ориентироваться, не быть обманутым, собственно, помогут быть полноценным человеком, да, обладающим навыками финансовой грамотности.
Ну и, собственно, давайте теперь посмотрим вот на понятие финансово неграмотный человек, да, еще раз с вами как бы закрепим этот момент. Что делает финансово неграмотный человек? Он не использует финансовые услуги для улучшения своего благосостояния, качества жизни, он склонен принять, к принятию эмоциональных решений, он не читает договоры, если с ним заключаются какие-то договоры, он беззащитен перед мошенниками, жалуется во все инстанции на всякий случай, и не знает своих прав и законных способов их защиты. Финансово же грамотный человек ведет учет доходов и расходов, ну, то есть это по итогу, да, это такой желаемый план максимум, желаемый результат. Знает свои права, владеет актуальной информацией о финансах, имеет сбережения, умеет выбирать финансовые услуги и тратит меньше, чем зарабатывает. Вот, кстати, показатель тратит меньше, чем зарабатывает, этот показатель отмечает все люди, так или иначе причастны к преподаванию финансовой грамотности, как для подростков, так и для взрослых. Это очень важный аспект вот этой темы финансовой грамотности, вот этого понятия финансово грамотный человек. Когда человек тратит меньше, чем зарабатывает, не залезает в кредиты, то этого человека можно назвать финансово грамотным. Ну, конечно же, я здесь не говорю об обстоятельствах, да, которые и о тех реальностях, которые в нашей стране имеют место быть. Опять же. Ну и далее, наш УМК, основа финансовой грамотности. Да, главная задача курса – научить критически оценивать финансовые предложения с учетом их преимуществ и недостатков и делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей. Собственно, в этом пособии мы учимся зарабатывать и тратить, сберегать и инвестировать, защищаться от финансовых рисков и махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план. Это учебное пособие рекомендовано Миноборнауки России к апробации в образовательных организациях. Уже многие преподают по нему на факультативных занятиях, на дополнительных занятиях, ну и одобрено Банком России финансовой грамотности. Что в это пособие входит? Ну, собственно, само учебное пособие, рабочая тетрадь к нему. Я одну главу из рабочей тетради вам покажу чуть позже на экране. Методические рекомендации, конечно же, опять же, подробно покажу методические рекомендации чуть позже. Но электронная форма учебного пособия с 1 января 2015 года все учебники, входящие в федеральный перечень, должны иметь электронную форму учебника. У нас имеют электронную форму не только сами учебники, входящие в федеральный перечень, но и учебное пособие, не входящие в федеральный перечень. И, собственно, работать с электронной формой учебного пособия очень удобно. Для каждого параграфа есть краткое содержание, есть тестовые задания внутри электронной формы, есть возможность полноценно работать с терминами, добавляя фрагменты краткого содержания в заметки и комментируя их. Ну, то есть, конечно же, электронная форма учебного пособия это такой очень важный компонент вот данного УМК. И, собственно, конечно же, всегда всем рекомендую приобретать электронную форму учебника. Стоимость у него недорогая, 94 рубля, если мы говорим о покупке физического лица. Ну и, собственно, гораздо удобнее на уроке носить не тяжелый учебник. Ну, в данном случае учебное пособие не тяжелое, но все равно, чем носить с собой 10 учебников каждый день на своей спине, проще загрузить все учебники на планшет и ходить в школу с планшетом. У нас появилось отдельное приложение «Учебник просвещения». И, собственно, через это приложение вы теперь можете... У нас там появился отдельный раздел, он называется «Витрина». Этот раздел прям находится внутри приложения.
И с помощью этого раздела, нажав на кнопку «Витрина», мы с вами попадаем в раздел, где есть подраздел «Демо-версии учебников» и еще один подраздел «Покупка учебника». То есть теперь прямо внутри электронного приложения «Учебник просвещения» вы можете напрямую на свое электронное устройство покупать электронную форму учебного пособия. Загружать электронную форму можно на более чем 2 устройства. Важный такой момент, я его озвучиваю, это относится ко всем учебникам и учебным пособиям нашего издательства. Ну и разработана была целая дорожная карта по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных организаций. В 2017-2018 годах будут разработаны предложения по преподаванию основ финансовой грамотности в дошкольных учреждениях, внесены изменения в существующие программы начального, основного, среднего, профессионального и высшего образования. Будут подготовлены методические рекомендации для преподавателей на всех уровнях, включая дополнительное образование, а к 2019-2020 годам предложения по внесению элементов финансовой грамотности в контрольно-измерительные материалы ГИА. То есть вы понимаете, да, что о финансовой грамотности в ближайшие годы речь будет вести самое подробное и, конечно же, закрывать глаза на существование необходимости повышения финансовой грамотности населения уже нельзя. Да, и для этого есть учебное пособие, разработанное совместно с Банком России, и его можно использовать на факультативных занятиях, на занятиях по подготовке к итоговой аттестации. Ну, собственно, сейчас поговорим об этом. Значит, вот оно содержание учебника. Да, все основные элементы жизни человека здесь в этом содержании учитаны. В первой главе говорится о личном финансовом планировании. Во второй главе идет подробный разговор о депозитах. В третьей о кредитах. В четвертой главе идет речь о расчетно-кассовых операциях. В пятой о страховании, в шестой об инвестициях, в седьмой о пенсиях, в восьмой о налогах, и в девятой главе идет речь о финансовых махинациях. Это очень важный такой элемент финансовой жизни человека, и, конечно же, не говорить о финансовых операциях, которые нарушают закон, о финансовых махинациях, конечно же, говорить надо подробно, и все возможные риски, конечно, нужно озвучивать и прорабатывать для того, чтобы, когда человек вошел во взрослую жизнь, да, и начал быть финансово состоятельным, он не попался бы на удочку тех или иных мошенников. Пример главы. Каждая глава начинается вот с такого подробного плана своего, о чем вы узнаете из этой главы. Ну, показываю вам здесь на примере первой главы «Личное финансовое планирование». Вы видите, подробно прописан каждый элемент этой главы, каждый подзаголовок, каждый подпункт этой главы. Пишут, что мы зависаем. Не зависаем. Говорят, мы не зависаем. Говорят, все хорошо. В каждом параграфе ключевые термины. Ну, вы понимаете, что финансовая грамотность – это предмет, переполненный терминами. Никуда от этого не деться без знания ключевых терминов. Собственно, полноценно говорить о финансовой грамотности невозможно. Поэтому ключевые термины у нас в параграфах выделены отдельным цветом шрифта и на полях обозначены флажками. Вы видите здесь флажок. Как только появляется новый термин, на полях появляется вот этот флажок. Собственно, это очень удобно, когда мы повторяем потом термины. Мы глазами пробегаем не по всему учебнику, а только по тем страничкам, где эти новые термины, ключевые термины обозначены. Интересные факты, они выделены на такой вот дополнительной голубой плашке. Обычно интересные факты дополняют материал, делают его более живым и
конечно же, примеры из жизни, которые озвучены в рамках этой рубрики, конечно же, позволяют какие-то финансовые механизмы, не очень понятные, возможно, понять гораздо лучше, освоить и запомнить. Очень много в учебниках есть наглядного материала, причем этот наглядный материал опять же взят из жизни. Но, например, пример графика аннуитетных платежей по кредиту. Ну, куда уж более жизненной эта таблица может быть. Это то, с чем сталкиваются ежедневно миллионы человек. И, конечно же, вот эта наглядность, она очень важна. Или, например, рядом схемы типичные уровни доходов и расходов в течение жизни человека. Опять же, очень наглядная диаграмма такая, очень наглядная такая схемка, которая поясняет очень четко тот вопрос, да, который поднимается, собственно, в тексте, в теле учебника. Ну и после каждого параграфа идет перечень вопросов по теме параграфа. В пособии, в учебном пособии «Финансовая грамотность» есть отдельный вот такой раздел, он называется «Кейсы». Это практика, по сути. Но вот, например, здесь использование свод кейс, да, в первой главе использование свод анализа для выбора карьеры. И есть несколько здесь шагов проведения свод анализа, есть шаблон таблицы. И, собственно, ну, вот на практике можно тему пройденную освоить. В методических рекомендациях, да, как я обещал, показываю разворот методических рекомендаций. В методических рекомендациях идет пошаговое, в общем-то, распределение вопросов, заданий в течение урока. Вы видите, даже здесь поминутно расписан, то есть расписан не просто пошаговый ход урока, а поминутный шаг урока. То есть учитель имеет, в общем, такую вот дорожную карту каждого урока и может уже полноценно ее, освоив, вести. Вести, да, на урок на свой и просто как бы, ну, как сказать, соответствовать вот этому пошаговому плану, пошаговой инструкции. Да, каждый урок будет очень легко на самом деле вести. Кстати говоря, пример из жизни. Мы каждый месяц ведем открытые уроки по финансовой грамотности и всегда проводим статистику, такой онлайн-опрос, кто нас смотрит. И это интересная такая, на самом деле, статистика, она очень показательная. Ведь не во всех школах преподается экономика. И, как правило, 40-50%, ну, зависит от темы урока, конечно же, 40-50% смотрящих нас – это учителя обществознания. И вот, на мой взгляд, действительно, ну, забегу чуть-чуть вперед, действительно, блок экономика, да, блок финансы для учителей обществознания, сам в прошлом учитель обществознания, сам готовил к ЕГЭ по обществознанию детей. И абсолютно четко понимал, что для выпускников блок обществознания, особенно для тех выпускников, у которых в школе нет экономики, блок, касающийся финансов, очень сложно дается. Поэтому вот такая вот пошаговая инструкция, пошаговый такой вот план каждому уроку, он для учителей обществознания, мне кажется, будет вообще очень полезен, очень легко будет давать сложные темы, касающиеся финансов, касающиеся экономики, благодаря вот этим пошаговым инструкциям. Ну и есть рабочая тетрадь. В рабочей тетради каждая тема прорабатывается подробно. Есть в рабочей тетради общие вопросы на понимание, есть тестовые задания, есть практические задания. То есть со всех углов, со всех точек соприкосновения, да, можно
любую пройденную тему проработать подробно. Ну и, собственно, вот то, куда я забежал, да, уже еще раз озвучу. Включение курсов в школьные программы. Конечно же, финансовую грамотность можно преподавать в рамках общества знания, предмета общества знания, в рамках предмета экономика, в рамках дополнительных обучающих занятий. Ну и в первую очередь, я всегда, когда езжу с семинарами по стране, призываю учителей общества знания начинать пользоваться вот этим пособием в качестве факультатива финансовой грамотности. Обществознание – это наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору учеников. Видите статистику за годы, да, за последние годы, по 2017 году нет статистики, но вот за предыдущие 3 года дана статистика. И действительно, ну вот почти по 500 000 человек сдает обществознание, ЕГЭ по обществознанию, итоговую аттестацию по обществознанию в 11 классе. Конечно же, усиливать подготовку к итоговой аттестации по блоку экономика нужно с помощью пособия финансовой грамотности. Блоку экономика очень много посвящено мест, да, отдельный, как бы, это отдельный блок, который в нашем УМК Боголюбова, обществознание 5, 9 и 10, 11 раскрывается на 3 уровнях. Вообще каждая тема, каждый огромный блок, потом попадающий на экзамен, он подробно разбирается в нашем УМК. И разбирается на 3 уровнях. Первый уровень – это 5-7 класс, это такое начальное знание, достаточно примитивный уровень. Второй уровень – это 8 класс, и 3 уровень – это 11 класс. То есть, если мы посмотрим на тему 11 класса, то мы увидим, что на самом деле коррелируются темы из пособий по финансовой грамотности с темами экономической жизни общества, учебника по обществознанию 11 класса. Ну и, собственно, если мы с вами взглянем на то, что должны вынести дети с предмета, мы увидим, да, что во многом эти термины, эти элементы, они совпадают с содержанием пособия основ финансовой грамотности. Ну и «Я сдам ЕГЭ» – это отдельный проект нашего издательства. Вы видите, здесь тоже есть блок экономика, он прорабатывается отдельно, подробно. И опять же, если мы бы в него с вами заглянули, с него, да, мы бы увидели, что во многом темы, да, которые поднимаются вот в пособии «Я сдам ЕГЭ», они во многом совпадают с темами, которые есть в пособии финансовой грамотности. То есть, конечно же, подготовку к ЕГЭ, пособие, учебник по финансовой грамотности, пособие, да, по финансовой грамотности может, учебное пособие по финансовой грамотности может усилить в разы. Ну и я всегда направляю на наш сайт педагогов нашей страны, потому что на нашем сайте каждому предмету выделен отдельный раздел. И есть отдельный раздел по финансовой грамотности. И вот как раз в этот раздел мы выкладываем вебинары, которые мы проводим совместно со специалистами Банка России ежемесячно проводим. И в этих вебинарах вы как раз можете посмотреть, как преподаватели работают по данному пособию, применяют различные педагогические приемы при освоении той или иной темы, как специалисты Банка России комментируют ту или иную тему. Я думаю, что вебинары, они будут полезны для вас, их можно посмотреть, ими можно поделиться. Вообще у нас есть отдельный канал на YouTube, где мы выкладываем открытые уроки с просвещением, которые проводим в классе будущего Московского тема-центра. И я думаю, что эти видео будут полезны для вас. Ну и, собственно, вопрос, где приобрести. Меня коллеги из северо-западного
федерального округа, да, попросили выдать на эфир слайды. Вот если у вас есть вопросы, то вы можете мне их задать по почте, да, или напрямую. Собственно, в вашем регионе по вопросу закупки, да, вы можете обращаться к Линдоин Светлане Викторовне. Почта, телефоны на экран выведены. Это ваши специалисты, которые связываются с нами и запрашивают у нас то количество учебников, которые запрашивают или покупают. Да, те учебники, да, ну, которые вам необходимы. Ну, собственно, и пособие по финансовой грамотности вы можете тоже отправить запрос Светлане Викторовне и через нее приобрести наше учебное пособие. Я хочу ответить на ваши вопросы. Специально всегда оставляю минут 10 на вопросы. Если у вас вопросы, да, и постараюсь на них ответить. Коллеги, есть вопросы? Напишите что-нибудь нам. Мы тут в тишине сидим, в пустоте. Ну, собственно, я так понимаю, вопросов нет. Да, если есть вопросы, то вы присылайте их нам на почту. Да, почта у вас все на экранах, на ваших. Мы готовы и методически поддержать, и фактически, да, по вопросам закупки поддержать вас. Но я на самом деле рекомендую, да, обратить внимание на это пособие, приобрести его и начинать с ним работать, потому что любой человек, который вступает, еще раз повторюсь вот эту мысль, любой человек, который вступает во взрослую жизнь, да, он должен обладать теми знаниями, которые есть в этом учебном пособии. Ну, тем более, знак качества этого пособия, да, это, собственно, наше издательство «Просвещение» и Банк России. Это такой вот огромный проект, который мы осуществили совместно с Банком России и гордимся тем, что такое сотрудничество имеет место быть. Ну что, спасибо вам за внимание, спасибо, что слушали, всего доброго.